Тема нашего сегодняшнего вебинара – русский жестовый язык и его возможности. Вебинар приурочен к Международному дню жестовых языков. История появления жестовых языков. С исторической точки зрения возникновение и формирование жестовых языков уходит глубоко в древность, когда словесных и звуковых языков еще не было. Начало активного развития национальных жестовых языков относится к XVIII веку. Толчком к распространению жестового языка стало появление во Франции учебно-воспитательных центров для детей с различными нарушениями слуха. История возникновения русского жестового языка относится к XIX веку, когда в 1806 году в Павловске, около Петербурга, была открыта первая школа для глухих, применяющая французскую методику обучения неслышащих детей. Ключевым этапом самоопределения жестовых языков считается появление 23 сентября 1951 года Всемирной организации глухих. Миссия ВФГ представляет и защищает права неслышащих людей. Политика Всемирной Федерации глухих в области образования. Полный доступ к языку и общению как право ребенка от рождения. Использование высококачественных и мультилингвистических методик. Обучающая окружающая среда. Доступ ко всем академическим и внешкольным программам. Непосредственное обучение и взаимодействие. Мультилингвистическая компетенция педагогического штаба. Их профессиональная квалификация. Окружение, благожелательно относящееся к глухим. Постоянное обучение в семье на основе полноценного общения. Ребенок должен быть в центре обучения. Что такое жестовый язык? Русский жестовый язык – богатая лингвистическая система, имеющая свою лексику и грамматику. Устная речь при исполнении жестового высказывания обычно отсутствует, но высказывание сообщает всю нужную информацию. Русский жестовый язык – основное средство общения людей с нарушениями слуха. 18 декабря 2012 года русский жестовый язык официально получил государственный статус. Польза в изучении жестового языка. Научно доказана деятельность мозговых механизмов как словесной, так и жестовой речи построена по одним и тем же принципам. Жестовая речь
играет важную роль в мыслительной и мнемической запоминании и воспроизведении деятельности людей с нарушением слуха. Жестовая речь коммуникативной и когнитивной деятельности имеет для глухих большую информативную ценность. Лучше воспринимают и понимают сообщения, переданные жестовой речи, чем устной. А еще с его помощью можно общаться издалека, через окно, под водой, в шумных помещениях, на мероприятиях. Жестовый язык помогает смотреть на мир шире, то есть владение несколькими языками положительно влияет на развитие интеллекта. Для специалистов, педагогов, сурдопедагогов, логопедов, медиков, социальных работников это копилка достижений, материал для портфолио, бонус при участии в каких-либо проектах и профессиональная компетентность в части овладения другими языками. Владеть жестовым языком – это актуально. Есть ли единый международный жестовый язык? Международного жестового языка нет. Есть международные жесты, амслинг. Можно его освоить в учебно-методическом центре Всероссийского общества глухих. Город Москва. Курс ведет преподаватель, носитель американского жестового языка. Адрес вы видите на экране. Онлайн. Можно онлайн закончить эти курсы. Трудоустройство людей с нарушениями слуха. В настоящее время профессий, доступных для людей с нарушениями слуха, много. В некоторых сферах профессиональной деятельности неслышащие люди зарекомендовали себя даже лучше, чем слышащие. Например, они не отвлекаются, качественно выполняют монотонную работу, особенно там, где необходим цепкий взгляд и ловкие руки, дизайн, бьюти-индустрия, строительство. Там слабослышащим и глухим нет равных. Но из-за устойчивых стереотипов в обществе, из-за проблем коммуникации трудоустроиться тяжело. Где и кем работают люди с нарушениями слуха? Типографии, верстальщик, печатник. В легкой промышленности, швея, закройщик, дизайнер, технолог. В пищевой промышленности, пекарь, кондитер, повар, кассир. В медицине, врач, медсестра, зуботехник, лаборант. В бьюти-индустрии ногтевой сервис, парикмахер,
визажист. В области, связанной с ИКТ, дизайнер, копирайтер, бухгалтер, а также строитель, слесарь, токарь, сантехник, водитель и так далее. Утверждение, что язык жестов, мимика, жестовый язык – это одно и то же, неверно. Это язык жестов. Например, жесты в спорте или общепринятые жесты. Общепринятые жесты. Это мимика. Но жестовый язык – это лингвистическая система. Имеющая свою грамматику, лексику и синтаксис. Например, мир, любовь, извините, спасибо, до свидания, здравствуйте, дом. Знаменитости с нарушениями слуха. Франциско Гойя, Томас Эдисон, Виктор Гюго, Константин Циолковский, Людвиг ван Бетховен, Рональд Рейган, Вупи Голдберг, Джоди Фостер и Стинг. Главное – не терять веру в себя. Спасибо за внимание. До свидания.